Бул сүрөттү таанып жатасызбы? Ооба. Бул Тажикстан тараптан атылган октун курмандыктарынын бири 12 жаштагы Мадина. Айланасы айгүлгүлү жана от менен курчалган секелектин сүрөтү Баткенде орун алган окуянын символуна айланды. А бул болсо ал агачуунун курмандыгы болгон Айзада. Жок, тагыраагы ал агачуунун курмандыгы болгон бардык башка кыздардын прототиби. COVID-19 пандемиясы жогорку чекке жетип турган кезде ушул сүрөт көп нерсени айтып турду. Мойнуна дөңгөлөктөр жүктөлүп, күйөөсүнөн корлук көргөн келиндин окуясы эсиңизде болсо керек. Бул дал ошол чуу жараткан окуядан улам жаралган сүрөт. Бул баарыбыз таанып, соц тармактарда колдонуп, бөлүшүп жаткан популярдуу сүрөттөрдүн авторун көпчүлүк жакшы тааный бербейт. Биз бүгүн дал ушул иллюстрациялык сүрөттөрдүн автору, сүрөтчү Татьяна Зеленская менен маекти тартуулайбыз. Кыргызстандагы актуалдуу маселелерге кайдыгер карабаган Зеленская коомчулукка айтайын деген сөзүн калемдин күчү менен жеткирет. Ал сүрөтчү кооз жаратылышты тартып, сулуу кыздын портретин түшүрүп коюу менен чектелбеши керек. Сүрөтчүнүн жасаган иши замандын агымы менен айкалышып турушу керек деп эсептейт. Я читала новости. В этот момент я еще заболела, у меня была температура, часто так совпадает. И я помню, что мне прям было нужно что-то нарисовать, как-то высказаться, как-то поддержать баткенцев. А меня в тот момент переполнял гнев, наверное, как и всех остальных. И хотелось нарисовать вот про этот гнев, про зло. Но я понимала, что рисовать злодеев, рисовать солдат — это будет неправильно, потому что я лишь подливаю масло в огонь и добавляю ненависти, потому что вот это разделение как раз на чужих, своих, это и так большая проблема у нас сейчас в Кыргызстане. Поэтому я решила, что главной идеей, которая должна быть в моем рисунке, это не про то, что кто-то виноват, кто-то злодей, а про то, что надо остановить огонь, про эту девочку. И я использовала образ цветка, потому что, мне кажется, это хороший символ хрупкости мира. Вот мы не понимаем, что на самом деле у нас было, пока это не теряем. Оказывается, война, оказывается, вот такая смерть, она прям рядом ходит. И спокойное время — это вот как цветок, который очень легко растоптать. Поэтому я подумала, что вот именно айгуль, цветок, будет хорошим символом хрупкости мира. К тому же, мне кажется, это еще универсальный символ того, что цветок же не разбирает расти на границе Казахстана, там, Кыргызстана, Узбекистана, где угодно. И то есть это даже не про национальность, это про то, что вот на этой территории растет этот цветок. Давайте будем как-то аккуратней, как-то бережнее относиться к состоянию мира. Жизнь каждого, кто пострадал, она одинаково важна, но просто образ девочки, это прям мне было очень тяжело узнать о том, что вот маленькая девочка погибла, потому что когда это разборки взрослых, это очень плохо, но это одно дело, а то, что была убита маленькая девочка, это уже совсем другой уровень. Да, у меня у самой дочка, мне было очень тяжело узнать эту новость. Я понимала, что картинка будет расходиться по социальным сетям. То есть в этот раз я рисовала уже понимая, что, скорее всего, она станет образом вот этих событий. И поэтому я понимала ответственность, которая была на мне в каком-то смысле. И именно поэтому я еще и не рисовала образ врага. Я рисовала образ ребенка, образ мира. А так вообще я немножко другими рисунками это обычно занимаюсь. Я в анимации рисую, а вот такие рисунки на Фейсбуке, в Инстаграме — это просто когда у меня появляется вот какая-то тема, на которую я не могу молчать, тогда я делаю такие плакатные рисунки. Вот когда первый раз я с этим столкнулась, это было волнительно. Я открываю Facebook, у меня же получается своя лента людей, которые к этому причастны. И у меня все, вот так я листаю, у меня подряд каждый пост с моей картинкой. Это было прям, очень волнительно. Я такая: Егор, смотри, на сестрицы, смотри. Она мне пишет: ты везде. Я уже надоели твои рисунки. А сейчас я могу сказать, что я к этому уже привыкла. Сейчас такая ситуация, когда
люди привыкли к картинке. Нужен всегда визуальный образ, людям он нужен. И есть большая потребность в каком-то визуале. Я, например, могу сказать, что сейчас большой подъем журнальной иллюстрации у нас. То есть да, я помню, что года 2 назад вообще никто не иллюстрировал статьи, все использовали фотографии, стоковые картинки и все такое. А теперь журналисты постоянно обращаются за иллюстрациями. И мне кажется, это здорово. В том числе и развивает у нас вообще иллюстрацию. У нас там сейчас появились классные художницы, которые рисуют. То есть картинка нужна, и я это понимаю. Искусство, оно должно быть актуальным. Рисовать просто горы, сары, челек и лошадок – это уже пустое мертвое искусство. Оно должно отражать сегодняшний день. И сейчас творится история для нашей страны, очень важные моменты, и их надо как-то документировать. Не только журналистскими всякими лонгридами, что тоже супер важно, но в том числе через искусство оно будет как-то, оно останется во времени в какой-то другой такой форме, очень важной. Каарманыбыз аны чет өлкөдө тарткан сүрөттөрү аркылуу тааныгандар көп экенин айтат. Татьяна Зеленская менен Ала качуу, Уурдаба уят, сөз эркиндиги аталышындагы сүрөттөрү жана башка эмгектери тууралуу сүйлөштүк. Бекем жарандык позициясы бар сүрөтчү алгач эмгектери мындай популярдуулукка жетет деп ойлогон эмес. Ну, вот в этом и как бы преимущество рисунков. Допустим, я иллюстрирую статьи на очень сложные темы иногда, на которые невозможно сделать фотографии. И как бы здесь можно нарисовать какие-то очень абстрактные вещи. На самом деле, рисуя Айзаду, я рисовала же не прям конкретно ее. Я не пыталась добиться портретного сходства, документальной точности. Там, примерно красный цвет автомобиля. Мне показалось, что это очень символично, поэтому она у меня красная. Но, в общем-то, это был немножко собирательный образ, да, вообще вот этой ситуации. То есть проблема же была не только в этом конкретном парне, вот как бы так сказать, не ругаясь про него. Проблема в этой системе. И, наверное, главный злодей для меня в этой ситуации – это даже не только там, насильник, парень, только государственная машина, которая, по идее, должна была защищать. И ее не спасли, потому что правоохранительные органы не посчитали это проблемой, они не посчитали это преступлением. Они сказали родителям: готовьтесь к свадьбе. И в этом же была проблема. И вот это меня больше всего возмутило. То есть вот какие-то неадекватные там маньяки, они всегда случаются. С ними действительно сложно бороться. Но в данном случае проблему можно было решить. И это самое страшное. Поэтому вот для меня это был собирательный образ девушки, которая ничего не может сделать, которая задыхается в машине, которая просто вот как бы вот в этой горящей машине с насильником. И как бы вот мне кажется, это во многом это образ вообще кыргызской девушки, которая иногда, ничего невозможно сделать. И я ей очень сильно сочувствую, и как-то хочется повлиять на ситуацию. Хочется на эту тему как-то выкрикнуть, сказать: давайте уже, надо что-то делать. Надо сделать так, чтобы, когда только слышится намек на то, что это Ала Качу, все, кто связан, все, кто рядом, там, участковые, все должны сразу бежать. Они должны бояться этого как огня. Тогда проблема эта будет решена. Но большинство у нас случаев, они просто остаются неизвестными. Об этом просто предпочитают молчать. Потому что, это выгодно, наверное. Коомчулукка Райым Миллион деген ат менен таанылган мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун карикатурасын тартып, ал Татьянага ийгилик алып келген. Я обычно рисую чуть-чуть более какие-то сложные, тонкие вещи, но то, что я рисую вот так вот на политические темы, я сознательно делаю такими немножко плакатными рисунки. И, наверное, все-таки дело в том, что это не заказ. Меня не просят, обычно какой-нибудь организации, я рисую по проекту, по заданию. А вот такие рисунки я делаю без заказчика, я просто высказываюсь максимально искренне, и поэтому многие люди со мной в итоге соглашаются, потому что я нахожусь в этой ситуации, в этой стране, я чувствую ее вот так, и это синхронизируется с многими людьми. Наверное, в этом все дело. А вы помните первую вашу работу, такую вот бум? Да, я думаю, что это была работа, карикатура.
Матраимова. Это такая была она... Ну, то есть я не ожидала. Я просто нарисовала картинку и просто ее опубликовала вот так со злостью. Думаю, блин. То есть я считаю, в художественном плане она, ну, такая слабенькая. Там прям супер все просто, так в лоб. Никакой интересной композиции нет. Но она очень хорошо зашла, потому что она рифмовалась с настроением в обществе. И я была удивлена. И потом все остальные картинки я уже рисовала осторожнее, в плане, что, ну, как-то аккуратнее композицию там нарисовать, чтобы потом так не было неловко за небрежный рисунок. Да, ну и я думаю, что самым вот таким известным рисунком у меня стала, я так называю, женщина с покрышками. Для меня тоже это удивительно, потому что, ну, вот я ее рисовала просто, вот, ну, я узнала эту ситуацию, быстро нарисовала, и как-то, вот, видимо, тоже синхронизировалась с настроениями. Нужен был образ такой женщины, над которой издеваются, и он прям стал... То есть меня в других странах узнают по этому рисунку, для меня удивительно. А со стороны Матраимовых к вам не А можно я не буду на этот вопрос отвечать, ладно? Да или нет, коротко? Нет. Обычно сколько времени займет одна картинка? По-разному. Ну, я же работаю в основном в цифре, а это такая технология очень быстрая. То есть, допустим, последний рисунок про цветок, про баткенские события, ну, я, наверное, часа 2 рисовала, может быть, 3. Ну, то есть я не помню. Я помню, что мне было довольно так тяжело сидеть за компьютером, но я когда нарисовала, я прям успокоилась и легла спать. То есть мне сложно сейчас оценивать, сколько времени. Но если говорить не о социально-политических проблемах, мне интересна, например, тема пространства, в котором я живу. Я хотела сделать серию, ну вот я сделала серию рисунков про Бишкек, потому что это тема, которую я хорошо ощущаю. Мне, например, немножко сложно говорить о традициях Кыргызстана, о Балакачу, например, потому что мне всегда могут сказать упреком: ну, тебя же не похитят, ты же находишься в другой ситуации, ты не имеешь права на эту тему высказываться, хотя я с этим не согласна, мне кажется, я как раз имею право. Но вот тема Бишкека, я точно могу на эту тему говорить, потому что это мой город, я здесь выросла, и я его, вот действительно, я бишкекчанка, я его хорошо понимаю и чувствую. И мне было интересно изучение пространства города, атмосферы в нем. Не открыточного Бишкека, который пытаются изобразить таким красивым, с фонтанчиками, да, а вот такого, который я ощущаю. Он мне нравится, он мне не нравится, но в нем есть вот... Да, вот как-то он заряжен по-своему, и мне это интересно было показать в графике. Сүрөтчү деги эле чыгармачыл адам үчүн анын жасаган эмгегине алкыш же сын айтылып турса эргүү, кээде шык берет эмеспи? Татьяна Зеленскаяга көпчүлүк учурда элден жакшы пикирлер келген менен айрым учурда коркутуулар болорун жашырган жок. Ну, отзывы — это то, что очень приятно обычно, потому что мне очень мало пишут критики. Даже иногда хотелось бы услышать какую-то критику, ну, чтобы понимать, там, куда мне стоит развиваться. Но, с другой стороны, да, это всегда лестно. Особенно первое время, я помню, мне там пишут такие сообщения, в личные сообщения пишут, благодарят. Это прям очень вдохновляло. И сейчас бывает критика, когда я касаюсь сложных политических вопросов. Я помню, что была очень сильная критика, когда я коснулась национального вопроса. Это был рисунок Азимжана Аскарова. Да, то есть для меня это была тема того, что пытать нельзя никого, никогда. Нельзя пытать, мы должны как бы и точка. Но я коснулась такого сложного вопроса национального, поэтому там было много критики. Но я поняла, что, ну, окей, критика, ну, как бы, ну, хорошо. То есть обычно мне критикуют мою работу в смысле художественном, да? Обычно бывают споры позиции там, политической. И тут как бы, ну, тут меня трудно задеть. Ну, окей, да, мы с вами разные, это хорошо. Мир должен быть разным, разнообразие, это прекрасно. И если ты нарисовал картинку и опубликовал ее, то, разумеется, тебе будет важна реакция, иначе как бы ты не стал этого делать. Поэтому
реакция обычно очень приятная, очень положительная. Бывают сложные комментарии мне пишут и в личку, и бывают на самом деле угрозы, но это, как правило, со стороны очень консервативно настроенных людей. Я думаю, вы понимаете, да, о ком я говорю. Они меня обвиняют в том, что я проплачена Западом, о том, что я специально пытаюсь разрушить духовные какие-то устои в нашем обществе, что я не имею права высказываться на тему насилия, что я не имею права рисовать колпак, вот какие-то такие вещи. И я понимаю, что это не мнение всех людей, это мнение консервативно, радикально настроенных ребят, да. Поэтому, с одной стороны, конечно, неприятно, когда начинается тон угроз. Мы вас найдем, мы вас перережем, инопланетян. Это, конечно, неприятно. И моя семья, они тоже мне постоянно говорят: Таня, давай, пожалуйста, поосторожнее, у тебя все-таки дети. Но, с другой стороны, у меня дети, и мне не безразлично, что будет завтра, мне не безразлично, где я живу. И мне хочется показать пример своим детям о том, что, иметь какую-то гражданскую позицию – это хорошо, это моя сила. Поэтому такой вопрос, в том числе и негативные комментарии меня вдохновляют, я бы вот так сказала. Это значит, что я делаю важные вещи, которые задевают. Да, есть упреки, но в основном я не сталкиваюсь с каким-то таким сильным негативом. Мне пишут: Таня Эджея, спасибо вам. Поэтому в этом плане обычно все очень хорошо. Подавляющее большинство, 99,9 комментариев, это очень положительные комментарии, где мне говорят спасибо, мне говорят, что я занимаюсь важным, нужным делом, я и знаю. В этом плане, конечно, спасибо, это для меня важно. Спасибо, что пишете, и я буду продолжать этим заниматься. Даже если бы я хотела не заниматься, у меня уже не получится игнорировать все эти вопросы. Маек соңында сүрөтчү айымдын өзү, үй бүлөсү тууралуу сүйлөштүк. У меня не было такого момента. Мне повезло, я никогда не задумывалась над тем, кем я буду, когда вырасту. Я всегда рисовала. Обычно же есть в школе один ребенок, который рисует стенгазеты и вообще она у нас рисует. Я была той самой девочкой тихой, которая всегда рисовала. Поэтому мне в этом смысле повезло. Я родилась и выросла в Бишкеке. У меня мама преподавательница, папа на заводе работал. Сейчас я замужем, у меня 2 детей, и у меня муж аниматор. То есть у меня очень такая творческая семья, да. И я так специально думаю: как удачно будет замуж выйти за аниматора. Шутка, конечно. И у нас дети растут тоже в такой, получается, творческой атмосфере. У меня дочке 8 лет, и она уже прям актриса. Да, то есть она в театральной школе учится, точнее, в музыкальной школе на театральном отделении. Она с 3 лет у меня уже постоянно этим занимается, и она очень сознательно выбрала профессию актрисы. Причем я понимаю, что это не мое влияние, я очень далекая от этого всего, и мой муж. Но она у нас актриса, и у нее уже успехи есть. Еще есть сын, ему 6 лет, он еще пока такой пингвин, ходит на футбол, и вообще такой спокойный, милый мальчик. В общем, так. Я поступила в художественное училище, потом в Академию художеств, и я должна была быть дизайнером-графиком, должна была делать логотипы, фирменный стиль, плакаты и все такое. Но я в итоге поняла, что мне гораздо больше нравится рисовать. Там больше свободы. Поэтому я ушла немножко в область анимации, иллюстрации, и сейчас на фрилансе рисую. Я не сильно много публикую своего лица, сейчас, например. Поэтому многие удивляются,
что, ой, Татьяна, вы так выглядите, мы совсем по-другому представляли. Ну, не, слава богу, я могу спокойно ходить и об этом не думать. Знают меня по, вот, ну, как пишется мое имя в Инстаграме. Кыргызстанда сүрөтчүлөргө мамиле акыркы жылдары өзгөрүп келе жатат. Технологиялар өскөн сайын жаңы продукцияларга санарип сүрөт тартылып, буйрутма кылгандар көбөйдү деген каарманыбызга чыгармачылык эргүү каалайбыз.